В этом году исполняется 80 лет бесценному произведению Жамбыла Жабаева «Ленинградцы, дети мои». И сегодня мне хочется поделиться с вами историей этого стихотворения. Для окольцованного врагами Ленинграда эти слова были как пайка хлеба, как опора для духа. Листовки со стихами Жамбыла, переведенными на русский, расклеивали на стенах, они звучали по радио, люди повторяли их как заклинания. Когда осенью 1941 года Ленинград оказался в кольце блокады, в защиту осажденных первым раздался голос великого казахского акына Жамбыла Джабаева. «Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя». Годы Жамбыла в то время приближались к вековой отметке, а Акын-мудрец по-прежнему был зорок душой, пропускал через себя все полнокровие жизни. В 1941-м на фронт ушел Алгадай, сын Джамбула. Священной вещью для старого Акына стала черная тарелка репродуктора, откуда каждый день лились невеселые новости. Однажды в голосе Левитана прозвучала трагическая нота: был взят в блокаду Ленинград. Для Жамбыла как будто бы задрожали бескрайние казахские степи. Боль, сострадание, святой гнев разлились в душе Акына. Он взял в руки домбру, и полились в мир слова, вырвавшиеся из глубины сердца. Жамбыл пел, опираясь на всю мощь своей почти столетней жизни, сострадая и пророчествуя. Что же слышит теперь Жамбул? К вам в стальную ломится дверь, словно в вечность проголодав, обезумевший от потерь, многоглавый жадный удав. Сдохнет он у ваших застав. Где же предел человеческой выносливости? Ответить на этот вопрос не может никто. История Ленинграда военных лет опрокидывает все доводы о том, что под влиянием страха и непреодолимого голода люди теряют нравственные устои. История знает немало примеров героической обороны крепостей и городов. Но легенды седой старины и трагические страницы не столь далекого прошлого бледнеют перед той несравненной эпопеей человеческого мужества, стойкости и самоотверженного патриотизма. Стихи Акына были снарядом, пущенным во врага. Они несли в себе неизгладимую печать сурового для всей страны и особенно для ленинградцев времени. Как солнечный луч, который пробивается сквозь свинцовые тучи, светится отцовская любовь Жамбыла. Он вселяет надежду в сердца осажденных, объясняя им, зачем на север бегут казахстанских рельс колеи, и рассказывает мудрым голосом векового аксакала. Ваших дедов помнит Жамбыл, ваших прадедов помнит он. Их ссылали в его аул, и кон слышал звон. Он убеждает, что он причастен к жизни ленинградцев. Мы родня с вами с давней поры, ближе брата, ближе сестры, ленинградцу Алма-Ата. Наших лучших коней приплод, груда яблок сладких, как мед. Это все должно вам помочь, пишет казахский Акын. Предстоят большие бои, но не будет врагам житья, спать не в силах сегодня я. Слушая Акына, обращавшегося к ним, ленинградцы чувствовали себя детьми, которых хочет защитить отец. Поэтическое послание казахского Акына в осажденный Ленинград сегодня остается жемчужиной военной поэзии. Сильные, страстные слова, которые нашел в своей душе Жамбыл, для героических защитников города стали им большой поддержкой. Ленинград, нынешний Петербург, не забыл великого Акына. В 1952 году в исторической части города между набережной Фонтанки и Загородным проспектом появился переулок Жамбыла. В 2002 здесь встал бронзовый памятник великому Акыну, подарок Казахстана к 300-летию Санкт-Петербурга. Рядом с 4-метровой статуей Жамбыла в национальном костюме с домброй в руке фонтан, на каменных ступенях которого выбиты те самые бесценные строчки: «Ленинградцы, дети мои».